يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Скажи, Он Творец, единственный и неповторимый, единственный, от которого зависит все, в то время как Он сам не зависит ни от кого. Он не родил и не был рожден. И нет абсолютно никого и ничего во всем творении, подобного Ему. Данное утверждение исключает следующие моменты. Первое. Если Он единственный и неповторимый, то это совсем не значит, что Он просто под номером 1. Он единственный. И вне своего творения единственный и неповторимый Бог. Безраздельный. У Него нет никакой семьи, никакого попечительского совета, никаких советников, никаких адвокатов, никаких бухгалтеров, никакой компании. Никакого множества богов рядом с Ним. Ни матери, ни отца, ни дочери, ни сына. Ни родственных богов, ни мини-богов. Один Бог. Единственный. Так всегда говорил сам Господь. Так повторял Иисус. Величайшей заповедью является первая из всех заповедей. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог единый есть, и нет иного, кроме Него. И не поклоняйся никому, будь то в небесах или же на земле, ни местам захоронения, ни изображения, ни в небесах, ни на земле, ни в пучине глубокого моря». В этом есть утверждение самого Господа, вынесенное нам в Коране. Он Аллах. И нет никого достойного поклонения, кроме Него. Аль-Малик, Властелин. Аль-Куддус, Пречистый. Ас-Салям, не имеющий никаких недостатков. Аль-Му'мин, дарующий безопасность. Аль-Азиз, могущественный. Аль-Джаббар, обладающий безграничной силой. Аль-Мутакаббир, возвеличенный. Пресвят Аллах, и превыше всего, что они берут Ему в сотоварищи. Ху Аллах, Он Аллах. Аль-Халик, Творец. Аль-Бари, Создатель. Аль-Мусауир, придающий образ и форму. Лахуль асмауль хусна. Ему принадлежат самые прекрасные имена. Юсаббиху лаху ма фис самавати валь ард, ва хуа аль-азизуль хаким. Славит Его то, что на небесах и на земле. И Он могущественный и мудрый. Хуа аль-ауаль валь ахир. Он первый и последний. Аль-захир валь батин. Он явный и сокровенный. Ва хуа бикулли шайин алим. Он ведает обо всем сущем. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Он сотворил небеса и землю за 6 дней, а потом возвысился на троне. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее. وهو معكم أينما كنتم. Он с вами, где бы вы ни были. Валлаху бима та'малуна басир. Аллах видит все, что вы совершаете. Он первый, не имеющий начала, и последний, не имеющий конца. Несмотря на бесконечную протяженность тысячелетий, Он ни разу не сомкнул своих глаз. Он Аллах. Аллах ни в чем тебе не обязан. Аллах ни в чем тебе не обязан. Аллах Субханаху ва Тааля не нуждается ни в тебе, Аллах Субханаху ва Тааля не нуждается ни в твоей молитве, Аллах Субханаху ва Тааля не нуждается ни в твоем посте, Аллах Субханаху ва Тааля не нуждается ни в твоих деньгах, Аллах Субханаху ва Тааля не нуждается ни в твоем времени, Аллах Субханаху ва Тааля не нуждается ни в твоих проповедях, Аллах Субханаху ва Тааля не нуждается ни в твоей бороде, Аллах не зависит ни от чего, Аллах Субханаху ва Тааля не нуждается ни в ком и ни в чем. Это мы нуждаемся в Нем, Субханаху ва Тааля. Не надо обманывать себя. Не давайте шайтану пудрить вам мозги. В достоверном хадисе, в хадисе Кудси, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Я ибади». К кому в данном случае обращается Аллах? Аллах говорит: «Я ибади», «О рабы мои». Если первые из вас и последние из вас, будь то люди или джинны,
Если вы все соберетесь вместе, все, не какая-то часть из вас, а все собрались воедино, чтобы поклоняться мне, и поклоняться мне, и снова поклоняться мне, до тех пор, пока вы не станете подобными среди вас, у которых самые чистые сердца, то это ни в коей мере и никоим образом не прибавило бы к моему величию. И наоборот. Слышишь ты, воришка? «Я ибади, о рабы мои». Если все вы, будь то люди и джинны, если бы все вы собрались вместе, и все стали грешить, воровать, обманывать, барыжить наркотой, торговать телом, ты, воришка, делать все, что, по-твоему, держит тебя в авторитете на уличной движухе, Аллах ясным образом говорит, если все вы, не какая-то часть из вас, если бы вы стали совершать это, собравшись все вместе, пока не станете самым влиятельным центровым криминальным авторитетом среди вас, то это ни на каплю не убавит моей власти. Ни в коей мере и никоим образом. Аллах не нуждается ни в ком. Запомните, Аллах не нуждается ни в ком. Аллах Аль-Малик. Он независим. Вы сами нуждаетесь в Аллахе. Согласно достоверному хадису, посланник Аллаха, находясь в компании сподвижников, как-то сказал им: «Я вижу то, что вам не дано видеть. Я слышу то, что вам не дано слышать». Он сказал: «Небеса скрипнули, и у них есть все право на то, чтобы издать этот скрип». Сподвижники удивились. Что это значит, о посланник Аллаха? Что значит, что небеса скрипнули? Что это значит, что все 7 небес скрипнули? Все, что человечеству известно об астрономии, не представляет собой даже 1% от того, что в действительности происходит там наверху. Наша Солнечная система, наша галактика является лишь одной из множества миллионов других существующих галактик. Один ученый сказал, что если бы нам дали всего 1 секунду на то, чтобы произнести название каждой отдельной звезды в нашей галактике, вы готовы услышать ответ? Вам потребовалось бы 300 триллионов лет, и даже тогда бы вы не успели перечислить все звезды в нашей галактике. И все это только первое небо. Посланник Аллаха говорит: 7 небес скрипнули, и у них есть все право на то, чтобы издать этот скрип. Почему? Что же вызвало их скрип, о пророк Аллаха? Знаете, иногда под воздействием огромной тяжести предметы начинают скрипеть, они издают звук, поскольку не способны выдержать давление. Пророк Аллаха сказал, что 7 небес не способны выдержать этого давления. Какого давления? Он ответил: во всем этом небесном пространстве нет свободного промежутка, равного и 4 пальцам от ангелов, пребывающих в земном поклоне перед Аллахом. А ты на выходе отсюда полагаешь, что Аллаху нужны твои деньги? Ты думаешь, Аллах переживает о том, молишься ты или нет? Нет свободного места, равного и 4 пальцам во всем небесном пространстве, поскольку всюду находится ангел в земном поклоне перед Аллахом. Ангелы, которые с момента своего сотворения до момента, когда они предстанут перед Аллахом, пребывают в одном непрерывном земном поклоне. У них не было никогда других забот. В одном непрерывном земном поклоне на протяжении миллиардов лет. Но даже представ после этого перед Аллахом, они воскликнут: «О Аллах, прости нас, Аллах, поскольку мы не проявили хакка в поклонении Тебе, мы не поклонялись Тебе должным образом». В достоверном хадисе, в хадисе Кудси, Аллах Свят Он и Велик говорит: «Я ибади, о рабы мои, каждый из вас голоден за исключением тех, кого я наделю пропитанием». Каждый из вас голоден, за исключением тех, кого я наделю пропитанием. А ты сегодня покупаешь еду и считаешь, что ты сам прокормил себя. Ты ошибаешься. Это Аллах прокормил тебя. Люди смотрят на свою еду и гордо начинают мнить что-то себе. Я не ем то, я не ем это. У меня особая диета. Только Аллах дает тебе пропитание. Аллах говорит: «О рабы мои, все вы, без всякого исключения, все вы нагие, за исключением тех, кого я укрываю одеждой». Аллах заставит горы сдвинуться ради вас. Он Аллах, тот же самый Аллах, который заставил море расступиться перед Моисеем.
Тот самый Аллах, который расколол луну пополам ради Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Тот самый Аллах, который остановил землетрясение, когда Умар ибн аль-Хаттаб ударил по ней. Тот самый Аллах, который воскрешал мертвых для Иисуса, мир ему. Тот же самый Аллах, который восстановил течение реки Нил. Тот же самый Аллах, который ждет, когда ты обратишься к Нему с мольбой. Аллаху ла илаха илля хуаль хайюл кайюм. Аллах — могущественный Творец, властелин небес и земли. Нет иного покровителя и нет иного Господа, кроме Него. Он — дарующий жизнь, самодостаточный, вечный, единственный и неповторимый. لا تأخذه سنة ولا نوم. Он не нуждается. Этот Творец и Покровитель не нуждается ни в каком виде отдыха, ни в каком-либо сне, поскольку усталость не присуща этому Творцу. Все, что находится в небесах и на земле, явное или же скрытое, незаметное или же очевидное, высокое или же низкое, микроскопическое, в небесном пространстве или же на земле, внутри или же снаружи, все это принадлежит Творцу. Так кто же? Кто из Его творений? Кто из сотворенных представителей человечества или джиннов, ангелов или же животных, кто может соперничать с этим покровителем и Творцом? Кто это, кто способен достичь чего-либо без Его позволения? Он ведает обо всем, что происходит в их жизни, об их будущей истории, и Он знает, что приключалось с ними в прошлом. Ему известно все, поскольку вся их жизнь сведена в капсулу Его осведомленности. И им, творению и людям, наделенным интеллектом, никогда не ухватить, не удержать и не освоить Его знаний, помимо того, что Он решит дозволить им. Его престол, соответственно Его могуществу, объемлет небеса и землю. Над водной поверхностью, за пределами галактик, за ареалом времени и пространства. Его не одолевает усталость. И если Он дарует миру все, что бы у Него ни попросили, то это ни насколько не убавит Его богатство. Содержание небес и земли не требует от Него никаких усилий, поскольку Он владыка и поддерживает их по Своей воле. Он возвышенный и великий, Он могущественный, Он всесильный, Он независимый, Он владыка, Он правитель, Он Господь, Он Творец. Это описание Бога. А теперь я хотел бы задать вам вопрос. Вы знаете кого-нибудь еще, кто бы соответствовал этому описанию? Какие-нибудь народы
племена, короли, президенты, корпорации, частные лица, ваш отец, дядя или еще какие-то герои. Вы знаете кого-нибудь, кто бы соответствовал этому описанию? Нет, вы не знаете. Конечно же, вы не можете знать.